Урок русского языка. 2 класс. Здравствуйте, ребята! Начинаем наш урок русского языка. Сквозная тема «Береги школьные вещи». Тема урока – суффикс. На этом уроке ты узнаешь, какая часть слова называется суффиксом. Исследуй текст. Найди информацию о новой части слова. Суффикс – важная часть слова. После корня он стоит, превращая дом в домишко, а ружье, друзья, в ружьишко. Найдите главные слова. Молодцы, ребята! Мы из этого стихотворения, ребята, поняли, что суффикс – важная часть слова, и стоит она после корня. Теперь слушаем вопросы. Где стоят суффиксы? Молодцы, ребята! Суффиксы стоят после корня. Как они обозначаются? Правильно, молодцы, ребята! Обозначаются суффиксы уголком. Следующий вопрос. Образуют ли суффиксы новые слова? Правильно, суффиксы образуют новые слова. Сейчас мы с вами выполним одно интересное задание. Как же называют детеныши животных? Нужно образовать и записать новые слова. Выделить корень и суффикс. Для этого приготовьте свои тетради, запишите число. Сегодня у нас 30 ноября, классная работа. И запишем с вами вновь образованные слова. Внимательно смотрим на первый картинок. Кого мы видим? Детеныш тигра. А как мы его называем? Правильно, тигренок. Запишите это слово. Следующее. Кого мы видим на картинке? Котенок. Правильно, ребята, мы с вами образовали новое слово с помощью суффикса «енок». Котенок. А следующее? Кого мы видим? Правильно, молодцы, ребята, страусенок. Запишите это слово. И последнюю картинку. Смотрим на последнюю картинку. И какое же слово образуется? Лисенок. Молодцы, ребята, вы отлично справились с заданиями. Ребята, а теперь узнаем, какие же профессии у нас есть. И узнаем с вами, кто построил для тебя школу. Запиши название профессий, выдели суффиксы, которые помогли назвать профессии. И запишем в тетради. Первая картинка, внимательно смотрим, кто это? Каменщик. Это слово образовалось с помощью суффикса «щик». Обозначьте его на письме. Следующая профессия. Кто это у нас крышу закладывает? Кровельщик. Образовалась с помощью суффикса «щик». А теперь, раз у нас построили школу, нам обязательно нужны окна. А кто же их вставляет нам, окна? Правильно, стекольщик. Это слово образовалось с помощью суффикса «щик». Следующая профессия. Кто это у нас? Крановщик. С помощью какого суффикса образовалось это слово? С помощью суффикса «щик». Обозначьте на письме. Следующая профессия. Сварщик. Оно образовалось с помощью суффикса «щик».
И следующая профессия – монтажник. Оно образовалось с помощью суффикса «ник». Запишите в тетради эти все слова. Я надеюсь, что вы успели их записать. И обозначьте суффиксы уголком. А теперь, ребята, мы с вами поиграем. Будем образовывать новые слова с суффиксами. Смотрим внимательно на первую картинку. Что мы в центре картинки видим? Что это? Столик. Молодцы, ребята. Здесь слово образовалось с помощью суффикса «ик». Следующий предмет назовите, пожалуйста. Зонтик. От слова «зонт» образовали новое слово «зонтик». Суффикс «ик». Следующая картинка. Что мы видим на картинке, ребята? Горка. Образовалась с помощью суффикса «к». Кустик. Образовалась с помощью суффикса «ик». А теперь, ребята, посмотрите внимательно на следующую картинку. Что мы видим? Грибок. Отлично, ребята. Это слово образовалось с помощью суффикса «ок». И последнюю картинку смотрим. Так, что же это? Огонек. Образовалось с помощью суффикса «ёк». Молодцы, ребята. Вы отлично справились с заданием. Теперь я вам предлагаю поиграть в игру «Засели слово в домик». Здесь есть внизу слова с пропущенными суффиксами «ек» и «ик». Нам нужно правильно заселить слова в домики. В первый домик заселяются все слова, в которых есть суффикс «ек». Во второй домик заселяются слова с помощью суффикса «ик». Подумайте, пожалуйста. А теперь проверим. Сыночек. В какой же домик мы его заселяем? Правильно, молодцы, ребята. Мы это слово заселяем в первый домик. Мячик заселяем во второй домик, потому что здесь суффикс «ик». Следующее слово, ребята. Самолетик. Суффикс «ик». Значит, заселяем во второй домик. Следующее слово звоночек. Здесь образовалось слово с помощью суффикса «ек». Заселяем в первый домик. Дружочек. Это слово образовалось с помощью суффикса «ек». Заселяем в первый домик. Ключик. Суффикс «ик». Заселяем во второй домик. Карандашик. Заселяем во второй домик. Оно образовалось с помощью суффикса «ик». Орешек. Заселяем в первый домик, потому что здесь у нас суффикс «ек». Пузыречек. Образовалось тут слово с помощью суффикса «ек». Значит, заселяем в первый домик. Кирпичик. Здесь слово образовалось от слова кирпич, кирпичик, с помощью суффикса «ик» и заселяем его во второй домик. Огонечек. Заселяем в первый домик, потому что здесь у нас суффикс «ек». Огурчик. Заселяем во второй домик. Это слово образовалось с помощью суффикса «ик». Молодцы, ребята! Вы справились со всеми заданиями. А теперь, ребята, проверим, насколько вы поняли тему. Найди и подчеркни верное утверждение. Первое.
Суффикс – это маленькое слово. Суффикс – это часть слова. Какое из высказываний правильное? Молодцы, ребята. Суффикс – это часть слова. Второе. Суффикс служит для образования новых слов. Или же суффикс служит для связи слов в предложении. Подумайте. Отлично, ребята. Суффикс служит для образования новых слов. Третье. Суффикс стоит перед корнем. Суффикс стоит после корня. Какое из этих высказываний правильное? Молодцы, ребята. Суффикс стоит после корня. Давайте подведем итог нашего урока. Сегодня мы с вами на уроке узнали. Первое. Суффикс – это часть слова. Второе. Стоит после корня. Третье. Служит для образования новых слов. И четвертое. Обозначается уголком. А теперь, ребята, перед вами дерево успеха. Вы выбираете 3 цвета яблок. Если вы выберете красный цвет, то на уроке вам все понравилось. И выполнили все задания самостоятельно. Желтое яблоко. Урок вам понравился, но вы не все усвоили. Мне помогал учитель или ученики. И третье зеленое яблоко. Мне было скучно, я ничего не выполнил. Ребята, свои результаты отправьте мне по чату. Мне очень важно знать, как вы усвоили тему. На этом наш урок окончен. Спасибо за работу на уроке. До свидания.